Доброе утро, продолжаем эфир. Это новый день, канал НВК-СХ, 26 декабря, день недели среда, замечательный день, середина шестидневной рабочей недели. Кстати, о работе. Давайте посмотрим, какие вакансии предлагает Центр занятости населения города Якутска. Бухгалтер требуется. Высшее профессиональное образование, знание Microsoft Office 1С, бухгалтерии, в бюджетной организации Smart Budget, опыт работы не менее 1 года, внимательность, аккуратность, в общем, все, что присуще бухгалтера, и при этом зарплата от 40 тысяч рублей. Требуется врач-сурдолог, отоларинголог, высшее образование по квалификации, сертификат специалиста, зарплата от 24 500 рублей. Требуется главный бухгалтер. Для этого нужно высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером от 3 лет, знание программы 1С, СБИС и зарплата от 45 тысяч рублей. Вот, кстати, о цифрах, да, вот бухгалтера любят считать цифры. Я сегодня сделал интересное наблюдение. Пока ехал на работу, обратил внимание на впереди идущий номер машины. Он был составлен из цифр 717. Посмотрев на часы, я увидел, что 7 утра 17 минут. Тоже показывает. То ли совпадение, верит ли в эту магию чисел. Давайте проверим в нашей следующей рубрике «Нумерология». Приветствую вас, друзья! На календаре сегодня среда, 26 декабря 2018 года. Цифра дня по нумерологии 22. Цвет дня, который хорошо использовать в одежде либо в аксессуарах, это все зеленые тона. Число удачи 4. В нумерологии этот день называется День непреклонности. Проведите большинство важных встреч и переговоров в первой половине дня. Не торопите события и обращайте внимание на мелочи, не упуская деталей. Подходите ко всем делам обоснованно и используйте больше рационализма. Детки, рожденные сегодня, в будущем могут стать спортсменами, полиглотами и врачами от Бога. На воспитание этих малышей следует уделить внимание и особый акцент на развитие логики. Также хорошо отдать таких деток в возрасте 5-6 лет на шахматы. Сегодня также имеет смысл уделить время себе и заняться своим стилем, а также уходу за волосами. Окрашивание и стрижки будут благоприятны и порадуют вас. В плане здоровья берегите печень и старайтесь избегать переедания жирной и острой пищи. Хорошего вам всем дня и позитивных добрых эмоций. Продолжаем наш эфир. Обычно конец года связан не только с подарками, связанных с концом уходящего года, с поиском этих подарков. Понятно, что с походом в магазин, но и с подведением итогов года уходящего. Подводят обычно на предприятиях, подводят сидя за столом, подводят организации крупные, подводят министерства. Вот, кстати, по коллегам из министерств прошлась наш корреспондент и узнала, какие итоги уходящего года они подвели. В актовом зале мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» прошло мероприятие, посвященное подведению итогов года добровольцев России и предстоящему году театра в Российской Федерации. В рамках мероприятия в Якутии открылось новое направление добровольчества под названием «Арт-волонтерство», которое будет работать в сфере культуры. Такого рода добровольцы уже были в республике, то есть мы не говорим о том, что что-то у нас происходит впервые, просто сейчас мы говорим о том, что это движение набирает обороты, и сегодня будет избран его координатор, поэтому на будущий год, безусловно, оно будет развиваться. Мы очень рады, что инициатива о создании этого добровольческого нового арт-движения исходит от самих ребят, это очень здорово. Арт-волонтеры будут помогать в проведении различных фестивалей, ярмарок, выставок, крупных событий, могут выступать как аниматоры и проводить экскурсии. Вообще волонтерство в сфере культуры и искусства было всегда. Мы не можем без волонтеров при проведении крупных мероприятий событийного плана. Но в этом году волонтерство стало наиболее актуально, поскольку вышло несколько таких важных документов. Во-первых, конечно, закон, подписанный президентом Российской Федерации о привлечении волонтеров в сферу, касающуюся сохранения культурного наследия, и утверждение национальных проектов, в
в национальном проекте по культуре есть отдельный раздел по волонтерству. И, конечно, мы надеемся, что вот эти направления они получат большое начало. В 2018 году в Якутии были задействованы 165 тысяч волонтеров. И эта работа в следующем году будет продолжена. Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Слышали вы, что год наступающий – это год золотой свиньи? В общем, Хрюшка любит все то, что блестит, то, что золото и все то, что красивое. Где выбрать такой подарок вашей второй половинке? Ну, скорее всего, в ювелирном магазине. В каком, посоветуют наши корреспонденты. Наступил самый волшебный месяц в году. Мы с радостью отдаем ему бразды правления в руки. Звезды говорят, что в декабре четко выразить свое желание, а потом спустить все на самотек – самое правильное. Новый месяц все расставит по своим местам, подведет итоги, отсеет ненужное и каждому раздаст свое. А после завершит свой предыдущий 12-летний цикл. С года желтой свиньи 2019 начинается уже новая и самое что ни на есть настоящая, долгожданная, новая и счастливая жизнь. До боя новогодних курантов всего несколько дней, а это значит, что все меньше времени остается, чтобы выбрать самые желанные подарки для близких и друзей и, конечно, не забыть про себя. Ювелирные украшения и часы были, есть и будут самыми желанными подарками. Уверены, они обязательно окажутся под вашей елкой в этом году. Цены растут, а настроение падает. Только не у нас. Для поднятия вашего настроения ювелирная сеть «Золотник» приглашает на новогоднюю распродажу. Вас ждут скидки до 70%. Не пропустите новогодние продажи. Готовьте подарки заранее. Поспешите ознакомиться с новогодней коллекцией ювелирной сети «Золотник». Вы обязательно найдете подарки для своих близких и, конечно, для себя. Ведь ювелирные изделия испокон веков являются лучшим подарком. Нет подарка лучше, чем ювелирный. Доброе утро всем, кто встречает это утро вместе с нами. Программой «Новый день», канал НВК «Сахар». Рады всех приветствовать и желаем всем отличного настроения в эту среду, 26 декабря. Хотелось бы продолжить наш эфир, разговор с нашими гостями, которых с радостью хотелось бы представить. Это Виктор Белостоцкий, вице-президент Федерации компьютерного спорта, заместитель председателя молодежного правительства республики. Виктор, доброе утро. Доброе утро, Иван. Баир Дабдинжапов, он является исполнителем дирекции Федерации компьютерного спорта республики. Баир, доброе утро. И Иван Оконечко, он представитель Федерации компьютерного спорта. Доброе утро. Доброе утро. Буквально недавно облетела новость интернет, что представитель как раз-таки Федерации компьютерного спорта, наш якутянин, занял на Кубке России второе почетное место, стал серебряным призером. Это, я так понимаю, впервые для республики такой результат. Или были какие-то ранее, и вот спустя какой-то промежуток есть достижения? Ранее были достижения, это уже в 2000-х годах, получается, наш чемпион победил на Кубке России сначала, а потом уже на мировом чемпионате победил по НФС. Это Валера Николаев. Да, это вот единственный случай такой был, и сегодня мы можем сказать второй случай, второе место. Спустя 18 лет, как бы, вот так большой срок прошел. Вот, а на Кубке России нынче это самое масштабное мероприятие вообще в истории киберспорта в России. Это, получается, был призовой фонд 3,5 миллиона рублей, 17 тысяч участников со всей России, все регионы участвовали. То есть борьба была очень жесткая, напряженная, и действительно это можно назвать одним из самых первых таких драйверов развития в киберспорте, наверное, вот такого чемпионата характера масштабности. Да, также я еще хочу отметить, что наши вот ребята, представители тоже Федерации компьютерного спорта, первые в России получили официальное признание. Это первый разряд по компьютерному спорту. Мы хотим, кстати, Роман, продемонстрировать официальный документ, да, чтобы ты посмотрел. То есть игры закончатся, это уже большой спорт. Это у ребят первый разряд по компьютерному спорту, по дисциплине Dota.
Это мы первые в России, одни из самых первых, на Дальнем Востоке мы первые. Тем самым мы хотим перетянуть компетенции по компьютерному спорту сюда, к нам, в Якутию, чтобы мы стали столицей. И основные чемпионаты, дальневосточные фестивали проходили на территории Республики Саха-Якутия. Тем самым мы увеличим привлекательность нашего региона в качестве туристов, потому что за компьютерным спортом очень много сейчас следят, очень много СМИ. И мы как раз здесь в Якутии, на Якутии будем показывать то, что мы здесь номер один. И всех мы хотим сюда нам приглашать нашу уникальную экосистему природную, проводить на этой базе чемпионаты там, на Булусе да, или так далее. И тем самым заявить о себе, вот, как вот мы киберстолица, то, что говорит как раз Арсений Сергеевич Николаев, что создать новые кластеры экономики. И кроме этого увеличивается инвестиционная привлекательность. Сюда нас смотрят многие разработчики, многие также рекламные рекламодатели к нам обращаются, к федерации. И мы ведем огромную работу. И вот один из наших проектов, это вот сейчас представит Иван. Расскажи много. Иван, что за проект? Добрый день. На данный момент мы идем по пути создания сообщества, которое помогает молодым людям идти по направлению инновационных технологий. Так. В чем смысл вот этого проекта? Кого он объединяет? Так, он объединяет в основном, например, тех же молодых разработчиков, которые не знают, чем заняться и как проводить работы. Имею в виду... То есть, получается, да, есть много ребят, которые играют, у них есть потенциал в развитии своих навыков программирования, и мы их как бы переориентируем именно вот в пространство, чтобы они занимались больше программированием, изучением языков программирования. И на этом создаем свое сообщество, потому что сейчас наша федерация ближе всех к этой аудитории, которая находится в интернете. И мы создаем как бы вот такие сообщества, которые помогают им раскрыться, потому что ребята все такие, кто в интернете, очень скромные, и у нас с ними один язык общения. Спасибо большое, ребят, что подошли к нам в студию. Хочется, чтобы действительно у нашего киберспорта было большое будущее. В принципе, задел-то для этого есть. И наши ребята действительно показывают достойные результаты. Удачи и с наступающим Новым годом. Спасибо. Ну а мы продолжим наш эфир после короткой рекламной паузы.